Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать про опыт, который был получен нашим научно-исследовательским центром, который является отделом Кировской областной библиотеки имени Александра Ивановича Герцена, о опыте, который мы получили при создании электронного ресурса библиотеки Александр Николаевич Радищев на Вятке, и показать его как пример по изучению региона. Этот материал был подготовлен Михаилом Сергеевичем Судовиковым, доктором исторических наук, профессором, руководителем научно-исследовательского центра регионоведения в соавторстве со мной, Павлом Николаевичем Шарабаровым, кандидатом исторических наук, доцентом, старшим научным сотрудником нашего центра. Итак, история электронного ресурса Кировской областной библиотеки имени Герцена Александр Николаевич Радищев на Вятке началась в 2015 году, когда по инициативе Томского регионального центра президентской библиотеки имени Ельцина был разработан проект Александр Николаевич Радищев «Путешествие из Петербурга в Сибирь», которое было приурочено к 225-летию со времени публикации его книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Основная цель проекта заключалась в создании информационно-образовательного ресурса в сети интернет, содержащего справочные материалы о тех местах, где приезжал Радищев по пути в ссылку. Маршрут следования Радищева, ссылку в 1790 году, пролегал и через Вятскую губернию, а в 1797 году, когда он уже ехал в Петербург из ссылки, опять же он побывал в нашем крае. Поэтому в разработку проекта включилась и Кировская областная библиотека имени Александра Ивановича Герцена в лице научно-исследовательского центра регионоведения. Помимо участия в проекте, совместными усилиями, сотрудниками НИЦ регионоведения был разработан особый раздел официального интернет-сайта нашей библиотеки, который включил обширные сведения о Вятском крае конца XVIII века. На главной странице сайта указано название проекта Александр Николаевич Радищев на Вятке, содержится краткая характеристика работы. Первый раздел под названием «Вятское наместничество в губернии в конце XVIII века», составленный доктором исторических наук, профессором, руководителем НИЦ регионоведения библиотеки Михаилом Сергеевичем Судовиковым, содержит историческую справку о регионе на момент появления здесь Радищева. Здесь автор всесторонне анализирует положение обширного лесного региона с многонациональным составом населения. Второй раздел под названием «Радищев на Вятской земле по пути в Сибирь», составленный кандидатом исторических наук, доцентом, старшим научным сотрудником НИЦ регионоведения Павлом Николаевичем Шарабаровым, включил в себя анализ пути писателя в ссылку. Во время вынужденной поездки в Сибирь Радищев побывал в Малмыжском, а также на окраинах Глазовского и Сарапульского уездов, и Александр Николаевич в своих путевых заметках упомянул о 14 населенных пунктах, оставив ценные сведения о быте и нравах общества и замечательное красочное описание природы. И сопоставление записок Радищева с материалами опубликованных и неопубликованных документов, например, данных исторического и топографического описания Вятского края в 1782-1784 годов, которые хранятся в Центральном государственном архиве Кировской области, позволяет констатировать удивительную наблюдательность Радищева, высокий уровень достоверности его записок. Данные описания наместничества подтверждают тезис Александра Николаевича о малонаселенности юго-восточного края, насыщенности его лесом и богатстве животного мира. Особенно ценны этнографические заметки, характеризующие быт и нравы удмуртов, марийцев, чувашей конца XVIII века. И, по сути, Александр Николаевич стал одним из первых бытописателей Вятской земли. В то же время второй
точнее третий раздел по пути из Сибири в 1797 году. Автором выступил здесь кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник нашего центра Азат Минигязович Рафиков. Подробно анализирует обратный путь писателей из сибирской ссылки по Каме в 1797 году, проделывая который он побывал в Сарапуле и Елабуге, а также в некоторых других населенных пунктах уездов, центрами которых являлись эти города. И здесь подчеркивается, что в ряде случаев в дневниковых заметках писателя содержатся уникальные сведения. В частности, это составлено им обширное описание елабужского городища. И ценность этих сведений заключается в том, что принадлежащее Перу Радищева описание городища, представляющего собой единственный в России памятник архитектуры волжских булгар, сохранившийся в наземном состоянии, относится к числу немногих, где был запечатлен его первозданный вид. Дело в том, что в 1867 году была проведена реконструкция разрушавшегося городища, которая сильно изменила его внешний вид. Большое научное значение также имеет и характеристика Радищева экономической жизни населения некоторых деревень Елабужского уезда, а здесь значимость этих данных определяется тем, что сохранившиеся на сегодняшний день документы дают лишь общее представление о хозяйственной жизни Елабужского уезда, не говоря о специфике промысловых занятий жителей отдельных сел и деревень. А из дневников Радищева следует также еще, что с Вятской губернией его объединяли родственные связи. Побывав 19 мая в Сарапуле, он отметил, что здесь он нашел дальнюю родню. Об этом интересном факте биографии Александра Николаевича часто забывает, а между тем еще в 80-е годы прошлого века был установлен факт родства Радищева с сарапульским чиновником, отставным секретарем Алексеем Ивановичем Постниковым. Отдельно обобщена и информация об увековечении памяти о пребывании Радищева в Вятском крае. И эти сведения составляют особый раздел нашего проекта и включают справки об улицах имени Радищева в Кирове, Елабуге, Сарапуле, селах Дебесы, Силты, а также описание, посвященное писателю музейной экспозиции, которая находится в Кельменском районном краеведческом музее, и памятного знака, который был установлен в 1968 году в селе Сюмси Удмуртской республики по случаю проезда здесь Александра Николаевича 14 ноября 1790 года. И, конечно, материалы об увековечении памяти дополнены соответствующими иллюстрациями. Наконец, главным библиографом научно-исследовательского центра регионоведения Тамарой Васильевной Кузьминой был составлен список основных публикаций, касающихся пребывания Александра Николаевича Радищева в Вятской губернии и описание этой территории в конце XVIII века. И перечень выявленной литературы включает 34 наименования и представляет собой также вот отдельный раздел проекта. И нужно сказать, что подготовка сведений для интернет-ресурса дала ценный опыт изучения истории нашего региона, и материалы, которые были подготовлены сотрудниками Кировской областной научной библиотеки имени Герцена, в расширенном виде вошли в содержание Вятского исторического сборника 2015 года. Вятский исторический сборник является периодическим изданием нашего научно-исследовательского центра. И надо сказать, что они пользуются большой популярностью среди историков, педагогов, краеведов и широкого круга читателей. Ну и я, в свою очередь, приглашаю всех желающих к просмотру нашей странички, как в целом официального сайта нашей замечательной библиотеки, так и страничка, посвященная пребыванию Радищева на территории Вятского наместничества, Вятской губернии. Вы увидите на главной странице справа небольшой указатель, который так и называется: Александр Николаевич Радищев, Вятская губерния. Спасибо за внимание.